Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Целый день не было времени ответить на комментарии уже 2-3 дня. Все стараюсь отвечать, но никак не получается. То детьми занимаюсь, то дров привезли. И был у нас такой снегопад, снег чистила во дворе, полный двор. Невозможно было на машине выехать. Слава богу, все вычистила. И с таким наслаждением. Не устала, свежий воздух. Чистила да чистила. Дров мы убрали, все хорошо. Дети сейчас пошли на прогулку, на горку, где я вам показала. А я решила немножко посидеть с вами, поговорить. На все комментарии невозможно ответить. Да, одни и те же комментарии. Хотя отвечаю, все повторно, повторяется. Я уже устала написать. Вот эти 2-3 дня я не смогла ответить на все ваши комментарии. Очень мало ответила, потому что не было времени. Действительно, времени нет. Выходные уборка, стирка. С дровами занимались, вы знаете. А сегодня тоже приехали родственники из деревни. С ними была занята. Родственников проводила. Еще другие знакомые приехали навестить меня. Узнать, как мои дела, не болеем ли, не надо ли помощи. Спасибо всем. Все нормально, не болеем пока. Не дай бог заболеть. И нам, и вам. Очень приятно, когда родственники, знакомые, друзья узнают, как мы живем, не нужна ли помощь. Да, слава богу, сами пока справляемся. Если надо будет, позовем. Многие спрашивают, где ваш сын, почему сноха лишена при живых родителей, или кто-то знает, что моего сына нету. Сноха почему за детьми не ухаживает? Очень много такие вопросы повторяются и повторяются. Я последний раз хочу об этом рассказать и не буду на такой вопрос отвечать больше. Но сноха начала выпивать, за детьми некогда было ей смотреть. Ее лишили, и я не допустила, чтобы мои внуки попали в детдом. Вот я их забрала, себе оформила опекунство. Они у меня живут, скоро 8 лет будет. Одна подписчица мне пишет, при живых родителей, почему внуки живут у бабушки, почему бабушке платит государство пособие. Никаких пособий я от государства не получаю. И это когда люди чужих детей или своих родственников берут под опеку. Тогда им платится, а нам нет. Бабушки и дедушки должны бесплатно ухаживать за детьми. А на детей получаем пенсию по потере и небольшое пособие от государства тоже только для детей, не на меня. У меня своя пенсия. Да и на Ютубе я зарабатываю. У моих внуков есть счет в Сбербанке. Стараюсь пособию, которое дает государство, подкопить. Когда они вырастут, понадобятся им деньги. Есть у них материнский капитал. Я разделила капитал материнский на Влада и Кирилла. У них есть сертификат. Думаю, это тоже им в будущем понадобится. Когда сноху лишили, у нее капитал материнский аннулировался. Пишут, конечно, многие, что чтоб я Марину поддержала. Но, конечно, я ее поддерживаю. Если бы я ее не поддержала бы, она бы не смогла бы ко мне ходить. Не увидела бы детей своих. Я ее поддержала и поддерживаю. Думаю, может со временем опомнится и восстановит свои родительские права на детей. Сейчас она лечится, пока все хорошо. Еще пишут, почему мать детей не ночует у вас. У Марины есть свой дом, где живет она с мамой. Ее мама на 5 лет старше меня, пенсию получает хорошую. Когда умер ее муж, она перевелась на пенсию мужа. Некоторые пишут, почему другая бабушка за внуками не смотрит. Знаете, когда лишат родительские права, бабушкам тоже детей не отдадут, если там живет пьющая мама. Я забрала своих внуков, потому что они частицы моего сына. Кириллу было 5 лет, Владу было 3 года. Да, мне было трудно. Я их водила в садик. Болели.
Часто болел Владислав, у него еще порок сердца. И Кирюша болел простудными заболеваниями. Я возила их в санатории Стерлитамак, санаторию Нур и в Ишимбай. Там есть хороший пульмонологический санаторий. В Ишимбай, наверное, ездили они где-то 10 раз, если не больше. Они у меня в год 2 раза находились в санатории по 18 дней. Я думаю, это им помогло. Они у меня, боюсь даже сказать, простудными заболеваниями не болеют. Если болеют, да, очень редко. Спасибо большое. Поддержала всегда больница. Давали нам путевки в санатории без хлопот. Всегда звонили, что есть путевка, не хотите ли отправить детей. Я отправляла, отвозила, привозила. Дети приезжали довольные. Но правда худели. В санатории никогда не поправлялись. Хотя там кормили хорошо. Но они выздоровели. Вот это слава Богу. Путевку 1 раз дали из опеки, в санатории тоже. Еще мне пишут, в Башкирии нефть есть. Почему вы печку топите дровами? Нет, я печку не топлю. Я печку топлю в бане. Мы часто баню топим, поэтому быстро израсходую дров. У меня дома газовое отопление. Вот у меня АГВ. Отопление газовое. Есть горячая вода. Здесь я готовлю. Есть большой холодильник. Есть посудомоечная машина. Еще одна подписчица пишет мне. Почему вы в гостей принимаете на кухне? Они же все-таки сватья. Я вам только что показала, где моя кухня. Где я готовлю, где рабочий стол. Это у меня не кухня. Здесь мы сидим, едим. За этим столом можно сидеть даже от 8 до 10 человек. Когда много гостей, только я накрываю стол в гостином. Очень большое спасибо вам за ваши поздравления. Мне очень приятно. И вас тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Самое главное, я вам желаю здоровья. Крепкого здоровья. Успехов в труде. Семейного благополучия. И желаю, чтобы у вас всегда было все хорошо. Большой любви. Не болейте, будьте здоровы всегда. Одна подписчица мне пишет. Вы красивая женщина, но мне интересно, какой размер одежды носите. Я ношу 54 размер. Когда-то носила я 58. У меня сейчас вес 69 килограмм. Когда-то была я 87 килограмм. После похорон сына я за 1 месяц сбросила ровно 10 килограмм. Стараюсь, конечно, вес поддерживать, но готовлю много. У меня детишки, мучное, второе, разные блюда. Вот и приходится самой тоже кушать. В 7 вместе кушаю, вот и поправляюсь. Пользуетесь ли косметикой? Реснички у вас свои такие черные, пушистые. У меня вообще ресниц нет. Они у меня закончились давно. Да, реснички у меня были длинные, пушистые. Когда-то. Вот здесь мне 17 лет. Похоже? Посмотрите, как я постарела. Здесь были реснички длинные. Кстати, это я фотографировалась в городе Фурманове, Ивановской области. Про косметику я потом расскажу. И вообще, есть ли у вас какие-нибудь недовольства своей фигурой? Простите за такие вопросы.
сама примерно в вашем возрасте, но боюсь попасть на камеру, а потом себя же увидеть ношу 54-й, 56-й. Очень радуюсь за вас, хочу быть такой же раскрепощенной, уверенной в себе. А вы думаете, я уверена, что ли, в себе? Нет. Я тоже ношу 54-56. Так же, как вы. Но недостатки. Я, когда была молодая, были у меня веснушки. Я стеснялась, очень стеснялась. Где-то в 1 или 2 классе, когда я училась в школе, меня дразнили. Конопатой. Рыжая. А я все плакала. Вы увидели в одном влоге наш родник. Я туда спускалась, взяла соль, мочалку. С солью, с мочалкой родники я помыла лицо. У меня по лицу пошло раздражение. Мама меня за это отругала. С тех пор я не стала ничего делать. Но они у меня и сейчас есть. Я не комплексую. У меня на спине тоже они есть, на руках тоже они есть. Но я не комплексую. А что у меня живот большой, ноги кривые, я не комплексую. Потому что мне 60 лет. Мне что надо? Мне здоровье надо. Так что если у вас есть какие-то недостатки, не комплексуйте. Зачем? Сейчас нам по 60 лет. Что нам делать? Красоваться, что ли? Нет. Надо жить своей жизнью, ухаживать за детьми, за внуками, баловать их разными вкусняшками. Вот нам надо. Нам нужен покой, здоровье. Больше нам ничего не надо. Но и поддержка. А почему вы боитесь попасть на камеру? Это пишет Рима. Не надо бояться. Да, сказать легко, я тоже боялась в камеру. Сейчас почему-то я и не боюсь. Привыкла. Как меня Роза, моя дочь, заставляла свой влог открыть. Я тоже боялась, стеснялась. А сейчас мои подписчики, мои зрители, не как мои родственники, как будто я с ними каждый день разговариваю. Сейчас у меня и Кирилл себя спокойно перед камерой держит, а Владик еще стесняется. Как его снимаем, он теряется. Вот так. Говорят, что автоматически ставятся дизлайки. Зависит от количества лайков, но дизлайки тоже продвигают канал. Да, дизлайки тоже продвигают канал. Я не переживаю. Зачем? Раньше вот плакала. Помните, у меня один ролик был, когда муж умер. Мне писали и говорили разные гадости. После похорон я песни начала петь, печь хлеб, торт. Я как плакала, и как я переживала. Мне хотелось закрыть канал. Я дочери говорю, Розе, я не буду, говорю, зачем? Зачем меня такие упреки? Чего меня они так пишут? Она меня уговаривала. Ты слабак, говорит. Ты хочешь бросить, у тебя столько подписчиков. Не надо канал закрывать. Но я ее послушала. Да, у меня еще спрашивают, я на камеру снимаю или на телефон? Да, на телефон. Я снимаю на телефон. Я не буду дорогие камеры покупать, дорогие телефоны покупать. У меня телефон Xiaomi. Люди добрые, дизлайки-то зачем ставите? Ну, не нравится ролик. Пройдите мимо и все. Будьте милосердны и здоровы. Нина пишет. Да пусть ставит, Ниночка. Не переживайте за меня. Сейчас разные всякие гадости пишут. Я их удаляю. Я успокоилась. Теперь не буду на них внимания обращать. Пусть кто что хочет, пусть напишут. А я прочту, улыбнусь и удаляю. А что делать? Нервничать, что ли? Мне еще детей на ноги поставить. Мне еще охота пожить. Очень много комментариев. Я не успеваю отвечать. Вы уж, конечно, простите меня за это. Вот у меня компьютер. Я здесь отвечаю, сижу.
Римочка у меня спрашивала. Да, все говорят, все пишут, что я красавица. Что, что мне своих лет не дадут. Что мне 45, 50, 55, 60 мне никто не дает. Все пишут такие комментарии мои подписчики. Спасибо вам. Но годы свое берут. Есть у меня морщинки. Очень даже много. Многие спрашивают уже несколько месяцев, какой косметикой я пользуюсь. Что у меня нет морщин. Морщины у меня есть. С дорогими кремами я не пользуюсь. Я не верю. Зря я деньги тратить на крема, на косметику я не буду. Я уже не помолодею. Я об этом знаю на 100%. Богатые артисты покупали бы дорогие косметики и мазали бы себе. Не делали бы пластические операции. Я тоже вот не верю на дорогие крема. Я пользуюсь кремом. Чистая линия. Черный жемчуг. Тоже чистая линия для лица. Скраб, очищающий для лица, тоже чистая линия. Один раз в неделю с этим скрабом в бане я пользуюсь. Для рук у меня бархатные ручки наши отечественные крема. Пользуюсь простой Рексоной. Конечно, парфюм я люблю очень. Это мне Роза подарила. Это очень дорого. Фирма Ритуаль. Духи. Называется Трусарди. Запах очень приятный. А на ночь у меня крем от морщин. Вот я поэтому молодо, наверное, выгляжу. А вы знаете, что за крем это? Эта банка просто у меня от чего-то. А тут внутри мой волшебный крем. Я умываюсь простой водой. А сегодня, чтобы вы убедились, сейчас я вообще не крашеная. От подводки у меня тату. У меня ничего нет на лице. Вот все чисто. Это мицеллярная вода Юлечки. Она у меня здесь перед баней убирает косметику свою. Поэтому здесь я сейчас пользовалась с этой водой. Это у меня, знаете, какой крем? Сейчас я вытащила из холодильника. У меня все растаяло. Этот крем я держу в холодильнике. Вам интересно знать, что за крем? Этим кремом после умывания, особенно после бани, я мажу. Вот с этими пальцами я делаю всегда вот так массаж вокруг глаз. Сейчас я буду ждать, когда пропитается мой крем. Мне, посмотрите, у меня рога тут. Видимо, я много сморщилась, и поэтому у меня морщинки. Я не смущаюсь. Старая так старая, ничего не поделаешь. Вот так крем потихоньку пропитается. Садитесь поудобнее на стульчик или на диван. Кто-то может полежать. Хотите узнать, каким кремом я мажу? Уже несколько лет. Это растопленный гусиный жир. Вот. Мой крем от морщин. Мой крем от морщин. Кожа становится мягкая, нежная.
Утром встанешь, умываться идешь, трогаешь лицо, нежное. У меня кожа очень сухая, поэтому мне этот крем от морщин, растопленный гусиный жир, мне подходит. Вы, наверное, сами слышали, когда делают дорогие крема, в составе есть растопленный гусиный или утиный жир. Вот об этом вы мне напишите в комментариях. Как вам мой крем от морщин? Если есть у вас гусиный жир, попробуйте, месяц попробуйте. Делаю, конечно, иногда маски разные. Мазала когда-то сливками лицо, тоже полезно. И руки тоже мажу. И жду, когда пропитается. У меня очень сухая кожа. Я вам ответила, с какой косметикой я пользуюсь. Мне моя косметика очень нравится. Вот почти крем пропитался. Делаю маски иногда. Белок, крахмал, мед. Что-то последнее время я перестала за собой ухаживать. Да и времени нет. Вот моя косметика. Сейчас, наверное, послушаете меня и будете хохотать и смеяться. У меня скоро подойдут дети. Пора их накормить. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. С наступающим вас, мои дорогие.